Предоставление государственных услуг в электронном виде, регистрация недвижимости, надзор за соблюдением земельного законодательства и не только. 2022 год для управления Росреестра по Ингушетии выдался очень насыщенным. Росреестр сегодня является крупнейшим ведомством по объему оказываемых услуг. Так, за 12 месяцев прошлого года управлением принято около 56 тысяч заявлений. О достижениях 22-го и планах на 23-й итоговую коллегию Росреестра открывает исполняющий обязанности руководителя регионального ведомства. А главным гостем мероприятия стал исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по СКФО Мурат Каракетов. Показатели работы ведомства ощутимо растут. По сравнению с 2021 годом принятых обращений Росреестром в 2022 больше на 11%, зарегистрированных на 20%. Хорошая работа проведена по снижению количества приостановлений. Значительно понизили процент приостановлений по сравнению с 2021 годом. По ГРП было 2,8%, стало 0,12%. Кадастровый учет было 7%, стало 0,3%. В ходе встречи собравшиеся говорили о реализации федеральных законов, а также мероприятиях, проведенных по поручению президента страны. Так, правительством республики были утверждены план-графики по проведению работ по описанию границ муниципальных образований населенных пунктов. Подводя итоги прошлого года, было озвучено количество объектов недвижимости, призванных аварийными или непригодными для жилья. Их 1034. При этом количество недвижимости, в отношении которых в ЕГРН внесены сведения, 403. В этом направлении отличную работу провела администрация города Магаз. Сведения на все 300 помещений в МКД внесены в ЕГРН. Возникли проблемы по взаимодействию с администрацией Сунжского района. В данном направлении работу необходимо активизировать. Одна из основных целей, которые стояли в прошлом году перед Росреестром – достижение показателей рейтинга эффективности, результативности, цифровизации. Для этого были проведены десятки семинаров, совещаний с органами исполнительной власти. В результате в 4-м квартале удалось устранить нулевой показатель по заявлениям о постановке на государственный кадастровый учет в электронной форме. Работа в данном направлении дала возможность существенно сократить долю решений о приостановлениях и отказах. Так, по сравнению с 2021 годом, доля решений о приостановлении по подготовленным кадастровыми инженерами документам сократилась с 21% до 3,1%. В рамках выполнения мероприятий по дорожной карте Ингушетии в 2022 в Госреестр внесено 38 территорий объектов культурного наследия. Количество еще не внесенных составляет 255. Этот план должны выполнить до конца этого года. Исполняющая обязанности руководителя управления подчеркнула, что ряд сотрудников Росреестра испытывают большую нагрузку и выполняют работу чуть ли не за троих. И несмотря на ограниченность штата, ведомство достигло в 2022 хороших результатов. Очень большое количество регистратором рассматривается в течение 1 часа даже дел. Я вам просто сейчас назову из наших 22 регистраторов несколько человек, которые являются лидерами по количеству рассмотрения дел. У нас 15 тысяч дел рассмотрено с Агова Мадина в течение года. Если мы делим это, в течение часа рассматриваем, это 60, в течение дня это 60 дел. Представляете, это где-то 7-8 минут получается на одно дело. В 2022 году Росреестром было проведено 192 контрольно-надзорных мероприятия, объявлено 160 предостережений и проведено более 60 консультаций по вопросам государственного земельного надзора. Также взыскано почти 45 тысяч рублей штрафов. Все постановления о назначении административного наказания обращены к исполнению. Также отделом в течение года проводились рабочие встречи с главами администрации, заместителями глав администрации по вопросам организации и проведения государственного земельного надзора. Подводя итоги коллегии, исполняющий обязанности руководителя управления Росреестра по СКФО Мурат Каракетов отметил основные задачи, стоящие перед ведомством на 2023 год. Доля количества земельных участков, учтенных в ЕГРН, с границами, установленными в соответствии с требованиям законодательства. Значит, норма в прошлом году была 72%, достигнуто 42%. То есть ровно на 30% отстали. И этот вопрос, пожалуйста, возьмите на заметку. Как я уже просил, там какие-то такие точные мероприятия, когда, кому, что,
как сделать и так далее. Наша помощь, вот сегодня мы вот пойдем в органы власти, будем говорить там и так далее, мы будем помогать. Мы постараемся и по штатам. Да, это нелегкий вопрос, но мы будем стараться. В целях реализации стоящих перед управлением задач в 2023 году Росреестр намерен улучшить качество выполнения функций по государственному контролю в сфере саморегулируемых организаций. С учетом проделанной работы и недостигнутых показателей отметили необходимость в новом году уделить особое внимание соблюдению сроков, повышению доли заявлений, поданных в электронном виде. Диана Дударова, Мухаммад Белакиев. Новости 24.